Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Сложности, неопределенности. Разработчики, они, к сожалению, уже не работают в министерстве. Как капитальный ремонт привел в Конституционный суд, узнал Дмитрий Аренин. Платить, либо в доме не жить. Взяли кредит, мы поменяли крышу, поменяли окна. Почему жители села Битьки Тукаевского района могут остаться без жилья, узнавала Зарина Ахметова. Берег разрушается, страшно ходить. Опасно подходить ближе, а у нас дети. Мы их вообще не выпускаем со двора. Обустроят ли экологи альметьевцам набережную? Фируза Хамидуллина. В детских садах республики стартовал отопительный сезон. Сегодня стало тепло, и я хожу в бриджиках. Когда батареи потеплеют и в жилых домах, знает Анна Городнова. Казанский гонщик Айдар Нуриев стал чемпионом Европы по ралли-кроссу в классе Супер 1600. Сегодня ночью победителя встречали в Казанском аэропорту друзья и родственники. Айдар Нуриев одержал победу на первых двух этапах чемпионата в Испании и Бельгии. В Швеции пришел к финишу вторым, в Германии четвертым. Окончательную победу татарстанец одержал на заключительном этапе в Латвии. Всего за победу боролись 30 спортсменов из 8 стран мира. Россию и Татарстан на соревнованиях также представлял Артур Егоров. Он из Европы привез бронзу. Конечно, очень счастлив. И тут не только благодаря мне все это произошло, а также и окружению, моей команде, спонсорам, родственникам. То есть это одна общая победа. Мы знали, зачем мы туда едем, и о чем мечтали, все свершилось. Так что пусть знает Россия и Европа, что Татарстан в автоспорте рулит. К другим темам. Трудности, неопределенности. Сегодня в Конституционном суде Татарстана рассматривали запутанное дело о капитальном ремонте. Жители Казанской Хрущевки пожаловались на республиканский закон и постановление Кабмина. Они недовольны, что, исходя из этих документов, в их доме 1964 года постройки новый капремонт ожидается только еще через 20 лет. Претензии возникли к критериям, по которым оценивается износ дома и определяется очередность работ. Что вызвало наибольшие вопросы суда и что отвечают госорганы. О спорной ситуации Дмитрий Аренин. Я показываю, что фундамента нет. Видите, вот это разве фундамент? Жительница Хрущевки на Гагарина 73А Любовь Калаярцева ведет в нерадостную экскурсию по своему дому. Здесь, по мнению пенсионерки, в 2007-м капремонт был, но неполноценный. Есть претензии к фундаменту, вентиляции, ступенькам и окнам в подъездах. Здесь дыры сами заделывали. Окна вот, видите, какие. Мы их теперь годами так и не моем. Теперь этот дом 1964 года постройки в программе капремонта стоит в 2040 году. Недовольные таким положением дела, жители улицы Гагарина обратились в Конституционный суд. По их мнению, причина в республиканском законе и постановлении Кабмина о проведении капремонта. В документах, как считают, есть неясные положения, и, исходя из них, дом оказался в конце очереди. Дом не выдержит этого срока. И просьба ко всем органам власти, чтобы пересмотреть наш, значит, срок. Представители Госсовета, Кабмина и Минстрой отвечали, все документы приняли в рамках своих полномочий. В них единые правила, и ничьи права они не нарушают. Полагаем, что данный акт не нарушает какие-либо конституционные права заявителей либо иных граждан. Как сегодня вспомнили, этому дому в 2007 году уже был сделан необходимый капитальный ремонт. Были выполнены работы на всех конструктивных элементах, которые есть в этом многоквартирном доме. Такие виды работ, как замена подъездных окон, не обязательно делать за счет капитального ремонта. Есть статья управляющей компании, текущий ремонт. Капитальный ремонт вентиляционных каналов не проводится. Проводится техническое обслуживание вентиляционных каналов. При этом все же остаются вопросы к критериям расчета капремонта. Это уже выяснилось, когда вопросы возникли у судей. Чем вообще руководствовались?
Может быть, ГОСТы, может быть, что там, СНИПы есть, может быть, еще какие-то. Я затрудняюсь сказать, чем руководствовались, потому что... Ну, объяснить-то вы людям должны. На сегодняшний день разработчики, они, к сожалению, уже не работают в министерстве. Но, исходя из анализа законодательства, порядок использования критериев определения очередности проведения капитального ремонта на федеральном уровне не имеется. Представители госорганов сегодня отметили, некоторые положения документов нужно бы уточнить. Из анализа представленных заявителем материалов следует, что в рассматриваемом случае имеется вопрос правоприменительной практики. Отдельные положения порядка, утвержденного постановлением Кабинета министров Республики Татарстан, могут быть уточнены в целях исключения неопределенности в процессе их правоприменения. Жителям улицы Гагарина советуют провести собрание дома, чтобы разобраться и определиться, что и как можно улучшить. Добиться пересмотра срока капремонта можно и в суде общей практики. Конституционный же суд свое решение должен огласить в течение месяца. Дмитрий Аяринин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Оплатить полностью или выселяться, с такой дилеммой столкнулись жители села Битьки Тукаевского района. Более 10 лет с их зарплаты вычитали средства за дома, которые им выдал совхоз по договору. После жилье должно было перейти в их собственность. Сейчас срок документа истек, работникам предлагают либо и дальше платить, либо съехать. С такими условиями семьи не согласились. Зарина Ахметова разбиралась в проблеме. Взяли кредит, мы поменяли крышу. Поменяли окна, поменяли дома межкомнатные двери, построили гараж. А в 2005 году дом был в совсем другом состоянии, рассказывает Сирена Ярулина. Его семье выделил совхоз по предварительному договору. Условия, казалось бы, просты. В течение 10 лет у работников зарплаты удерживают определенную сумму, а после дома отходит им в собственность. Но прошло 10 лет, а дом так и не в собственности. Второй раз нам дали договор уже, ладно, поверили. А потом дайте нам документы, когда мы спрашивали про документы на земле нету, тудым-сюдым. Вот так нас опять лапшу вешали. Либо продолжать платить и работать на прежних условиях, либо остаться без дома. В такой ситуации сейчас оказались 7 семей села Бетьки. Все они работники общества «Эр-Агро». У нас сначала родители работали с 5-го года. В 10-м году отец умер, мать осталась работать. Потом мать умерла, и муж остался работать. Заставили уж работать, как по наследству. Предложили вариант доплатить за это недоплату. Да, остаточную. Он говорит, так нельзя. Нам нужны трудовые кадры. Основному договору быть, говорит инвестор «Эр-Агро». Задержка оформления домов в собственность произошла из-за оставшейся невыплаченной суммы. Решение принято. Мы дали им основной проект, основной договор для подписи. Они должны были ее подписать. Пока не знаю, я в курсе, но должны были подписать. Там условия очень хорошие для них. И потом они пойдут оформлять эти дома в собственность. О проблеме знаем, людей понимаем, утверждают в местном исполкоме. По словам руководителя, оказать помощь работникам готовы. С инвестором общества об этом уже говорили. Со стороны инвестора, как мы знаем, проводится работа сейчас по регулированию этого вопроса. Понимание района в этом есть. Мы видим, что вот эти же люди, которые не ранее работали, также сегодня же продолжали в этой же системе работать. Завтра между обществом и работниками состоится суд. Возможно, там в дилемме и найдут решение. Зарина Ахметова, Ильшат Аюбов, Рамиль Закиев, ТНВ, Тукаевский район. Стоматологи и акушеры не всегда качественно оказывают услуги, а некоторые клиники пластической хирургии не могут пройти повторное лицензирование. О том, на что чаще всего жалуются татарстанские пациенты и посетители аптек, в Росздравнадзор сегодня рассказали сотрудники ведомства. О результатах и ближайших нововведениях в медицине Сергей Хайдаров. Это самая обычная государственная аптека. В день здесь бывает сотни покупателей. Говорят, на прилавке почти всегда есть нужные препараты. Мне эта аптека очень нравится. Вот государственная сеть, представлен весь товар, и цены довольно-таки такие доступные. В поликлиниках не выписывают дорогие лекарства. Я вот диабетик, потом сердечник, у меня много всяких болезней. Я получаю 10 тысяч пенсию, 17 у меня выходит на лекарства. Затем, как соблюдают права граждан в области медицины, следят в Росздравнадзоре. Только в этом году ведомство провело больше 80 проверок. Итог: в государственных аптеках нарушений значительно меньше, чем в частных, говорят в ведомстве. В целом в этом году наложили штрафов на 1,5 миллиона рублей. Изъяли 12,5 тысяч некачественных препаратов. Кстати, под пристальным вниманием и частные клиники пластической хирургии.
8 или 9 учреждений из 42, которые оказывают эту помощь, они отказались от лицензии. Кто-то в процессе даже подготовки к проверке, кто-то в процессе проверки, кто-то по результатам проверки. Сегодня сотрудники рассказывали не только о том, на что люди жалуются, но и что их ждет. На упаковках препаратов планируют разместить специальную маркировку «Код». С помощью мобильного приложения и одного клика можно будет узнать, откуда этот товар и кто производитель. То есть обмануть уже не вариант. Как к идее относятся татарстанцы, мы спросили у них. Чтобы мы не платили, например, за какую-то пустышку или за какое-то откровенное, там, не как по-русски, фуфло. Хуже не будет? Да. А доверяете сейчас тому, что в аптеках на прилавке? Доверяю 100%. Может, мы хотя бы будем знать, вот я проверила по приложению, и я буду точно знать, что оно не откуда-то из подвала там где-то, а именно сделали его на какой-то заводе фармацевтическом. Специальная маркировка для мониторинга движения препаратов должна появиться на упаковках уже в будущем году. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Как минимизировать отходы, в частности, упаковки пищевых и промышленных продуктов, читайте в материале «Круглого стола» интернет-газете «Реальное время». Радиаторы татарстанцев начинают теплеть. В детских садах Елабуги и Казани стартовал отопительный сезон. В Нижнекамске и Челнах его запускают в конце недели. Ночью температура опускается ниже 3 градусов тепла. Все объекты социальной сферы технически готовы. Анна Городнова проверила, где уже детям тепло. В нашем детском саду «Радостное событие» нам дали тепло. Поэтому сейчас на градуснике 21 градус. После тихого часа просыпаться теперь гораздо приятнее. В 203-м детском саду Казани сегодня включили отопление. Дети спали в пижамах, было холодно. Буквально вчера мы подали в тепловые сети заявку и сегодня дали тепло. В 99-м садике тепла еще только ждут. Более 500 ребят пока вынуждены одеваться поплотнее. В комнатах всего 16-17 градусов. В детском саду, я бы не сказала, что холодно. Терпимо. Дети уж тепло одеты, родители не жалуются. Заявку подали. Сегодня-завтра батареи потеплеют. В целом же к отопительному сезону столица готова. Это все учреждения социальной сферы и 99% многоэтажек, за исключением тех, где еще идет капремонт. В некоторые объекты тепло могут подать и досрочно. Есть готовность досрочной подачи тепла в учреждения социальной сферы. В первую очередь больницы, стационары, роддома и интернаты по их заявкам. В системе «Открытая Казань», в администрации района, в комитете ЖКХ исполкома города Казани в период пуска тепла будут работать горячие линии. Номера телефонов будут опубликованы непосредственно перед началом пуска отопления. В Нижнекамске подачу тепла тоже начнут на этой неделе. В жилые дома на следующий. В Челнах сезон стартует с понедельника. В Елабуге уже в выходные пустили тепло в дошкольные учреждения. До этого я ходила в кофточках и в платьишках с длинным рукавом, и в штанишках. Остаются несколько объектов, где еще заканчивается капитальный ремонт и которые еще не сдали систему отопления по инспекции ОИПТС. А вот в квартирах тепло еще придется подождать. Зависит все от погоды. Сейчас за окном плюс 14 днем, а уже ночью в эти выходные синоптики прогнозируют первые заморозки. Массовый же пуск тепла зависит от среднесуточных значений. Батареи потеплеют, как только температура на улице не будет подниматься выше 8 градусов в течение 5 дней. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. На Казанской ТЭЦ-3 произошел разлив мазута. Таков итог разгерметизации фланцевого соединения подогревателя. Пострадал 1 человек. Сегодня по такой легенде на предприятии прошли учения. Как справились сотрудники, увидела Алия Хайрудинова. Всему персоналу покинуть опасную зону. Резервное топливо «Мазут» разливается на территории 20 квадратных метров. Есть пострадавшие, это по легенде учений. С рупора звучит предупреждение и для нештатного аварийно-спасательного формирования самой Казанской ТЭЦ. После определяются границы опасной зоны. Опасную зону ограждают, пострадавшего выносят за ее пределы на газоспасательную базу. Такие учения на Казанской ТЭЦ-3 проводят раз в месяц. Выбор такой легенды не случайен. Один из возможных более встречающихся дефектов, которые появляются на мазутном хозяйстве, это разгерметизация фланцев мазутопроводов и задвижек. На подмогу поспевают и профессиональные спасатели. Определяют точное место дефекта, устраняют его, а после проверяют воздух на загазованность. Ко всем нештатным, аварийным
ситуации персонал Казанской ТЭЦ-3 готов на 100%. Нет загазованности, нет опасности возникновения пожара. Время собирать сам разлитый мазут. Производит сбор аварийно-техническая группа в специально подготовленный бассейн. Алия Хайрудинова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Планы по благоустройству берега поменяли на ходу. И мы узнали об этом постфактум. С такой претензией к экологам к нам в редакцию обратились жители Альметьевского района. Прошлой осенью по программе благоустройства малых рек специалисты углубили дно реки Урсалинка и вырубили деревья на берегу. Все для того, чтобы избежать затопления. Обещали позже высадить новые саженцы. Почему все пошло не так, выясняла Филюза Хамидуллина. То земля уходит. И сколько она будет продолжаться, вот эта отсыпка, она уже дальше и дальше уходит. Вот так выглядит сейчас берег Урсалинки. Крутой обрыв на речке Мусор, к ней никак не спуститься. Любовь Малейчик живет здесь больше 20 лет. Раньше летом брали отсюда воду, поливали огород, говорит. Сейчас сюда и не заглядывают. Опасно подходить ближе, а у нас дети. Мы их вообще не выпускаем со двора. Вообще не выпускаем, потому что раньше они хоть играли, здесь же детская площадка у нас была на берегу. Здесь качели были. Сейчас берег местом отдыха вряд ли назовешь. Ни деревьев, ни зелени. Санитарную очистку экологи начали еще в ноябре прошлого года. Тогда спилили все деревья, углубили дно речки, чтобы жителей не затапливало. Но местные жители уверяют, нарушили весь баланс. Раньше берег держался за счет корней деревьев. Сейчас же, после каждого дождя, ситуация все хуже и хуже. Наша съемочная группа была здесь в мае этого года. Тогда жители рассказывали, после саночистки речки местный оазис превратился в свалку. Экологи пообещали тогда благоустроить территорию, но до сих пор работы не закончили. Деревья росли на берегу речки, они были уже обваленные. И для того, чтобы улучшить состояние водного объекта, было принято решение о том, чтобы снести эти деревья. Взамен убранных деревьев будут посажены новые. Берега будут отсыпаны щебенкой. Корни, которые выкорчевали. Вот это все убрали, бульдозером разровняли. Тут и этот берег. Все. В департаменте экологии сегодня нам пояснили, благоустроили берег пока частично, на все не хватает денег. Жители просили укрепить щебнем, но у нас финансирование это не позволило. Завоз щебня и укрепление щебнем. То есть ограничились планировкой грунта, расчисткой, вывозом мусора. Остались там мелкие участки, локальные. Где-то там пни вывести, где-то ветки. До наступления морозов эти работы закончат, а вот деревья вдоль берега не посадят, чтобы опять не заросло русло и не подтопило жителей. Берег же останется грунтовым, зарастет травой и укрепится, пояснили экологи. Благоустраивать и расчищать от заросших деревьев будут и другие притоки Зая, все малые речки в районе, чтобы весной не было подтопления. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. И напомню, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами наших выпусков. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Культурное наследие руками добровольцев. Это единственный дом, остался в стиле модерн. Сколько деревянных домов в Казани в этом году засияли новыми красками, увидел Рамиль Галиулян. 50 премьерных спектаклей, международные фестивали и гастроли за рубежом. Собрали такую молодежную команду и хотим каждый вторник приглашать и зрителей также молодых. Что подготовили театры для зрителей в новом сезоне, узнала Вероника Гайнуддинова. Служить честно, добросовестно и профессионально пожелал сегодня Фарид Мухаммедшин на заседании с депутатами-одномандатниками, которые избраны в Госсовет. Он подвел итоги выборов. Также сегодня на заседании выбрали участников совещания представителей депутатов Госсовета, которое состоится 18 сентября. Здесь предварительно обсудят вопросы для первого заседания парламента 6-го созыва. Награда за возрождение. Сегодня Республиканский фонд возрождения отметил журналистов, которые в течение 5 лет освещали деятельность организации. Благодарственным письмом Минтимира Шаймиева, председателя попечительского совета фонда, награжден руководитель нашего телеканала Ильшат Аминов. Награда вручена за плодотворную работу в связи с завершением комплексного проекта «Древний город Болгар» и остров Град Свияжск. Они тоже возрождают утраченное. Сегодня активисты и организаторы Том Сойер Феста подвели итоги фестиваля. Нынешний был самым масштабным. 130 волонтеров со всей страны. 3 деревянных дома от и до. И всего за 5 миллионов. Рамиль Галиуллин прошелся по маршруту томсойерцев.
Мы его очистили сначала, потом покрасили. Дом профессора Богородского построен больше 100 лет назад. Памятник культурного наследия. Здание ждало своего ремонта долгие годы. Восстановление фасада, замена окон и козырьков. Вот что здесь будет сделано. Инициатива принадлежит Том Сойер Фесту. Это единственный дом, остался в стиле модерн, который не в первозданном фактически виде. Было еще несколько домов похожих. Это был дом Олешкевича напротив Кристалла и дом на Ульяны Лениных тоже. Оба дома были снесены, а это подлинник. А этот образец деревянного зодчества – дом по улице Калинина. Такой постройка была еще в июне. Так она выглядит сейчас. В результате работ здесь появились новые наличники, восстановлены утраченные элементы декора, а фасад окрасился вот такой насыщенный красный цвет. Этот дом уникален в истории фестиваля тем, что это первое здание, в котором благодаря проекту проведут городские сети, воду и канализацию. В этом году силами волонтеров восстановлены 3 объекта. Это все деревянные дома, где живут люди. Такие условия проекта. Если так осмечивать полностью все затраты, порядка 5 миллионов мы потратили на 3 дома. В это входит, то есть все. Это и краску, если ее осмечивать, это и строительные леса, и работа профессионального прораба. Казань, Калуга, Самара, Томск, Оренбург и Кострома. Томсойеровцы разбросаны по всей России. Сотни литров краски, тысячи кистей. И вот за 3 года силами волонтеров только в Казани ожили 12 исторических домов. Этим летом в столице трудились порядка 130 волонтеров. У нас и прорабы, и все мастера, это все аттестованные специалисты, лицензированные, все там мы соблюдаем. Сейчас участники фестиваля принимают заявки для работ на следующий год. Официальное закрытие этого сезона состоится 21 сентября. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. 50 премьерных постановок, зарубежные гастроли и концертные абонементы. Татарстанские театры открывают новый сезон. Каким он будет, рассказали сегодня министр культуры Рада Аюпова и главные режиссеры ведущих театров. Много премьер, международные фестивали и гастроли за рубежом. Будут даже ночные спектакли. О новинках на этот театральный сезон Вероника Гайнудинова. Сашка! Только вернулись с фестиваля из Грозного и уже на многочасовых репетициях. Театр Камала свой сезон, не изменяя традициям, начнет в октябре спектаклем «Голубая шаль». А вот одна из ожидаемых новинок – «Молодежный вторник» с 22 октября. И каждый вторник там будут показывать с 6 вечера до полуночи сразу 3 спектакля подряд от 3 молодых режиссеров с антрактами по 60 минут. 2 молодых сценографа, а потом молодой парень из Уфы. Он оформляет музыкальную. То есть мы вот собрали такую молодежную команду и хотим каждый вторник приглашать и зрителей также молодых. Качаловский представит самую острую, по словам Александра Славутского, постановку в истории театра. Над спектаклем худрук работал около 8 месяцев. Пьеса «Дракон» Евгения Шварца. Фантастическая история с социальными проблемами. Это пьеса о нас, о нашем времени, о наших проблемах, о наших бедах, о том, что человек хочет видеть только то, что он хочет видеть. А спектакли Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля покажут на французском телеканале «Меццо». Съемки нескольких передач о театре и Казани пройдут в октябре. Это первый раз будет показан цикл передач о нашем театре, в котором включены спектакли «Шурале», «Джалиль», «Золотая Орда». На брифинге министр культуры республики подвела и итоги прошлого театрального сезона. На сценах в городах, районах прошло около 5000 спектаклей. Общее количество зрителей театрально-зрелищных учреждений Республики Татарстан составило более 800 тысяч человек. В том числе это свыше 400 тысяч человек это в театрах. И объем внебюджетных доходов по государственным театрам на сегодняшний день составляет более 200 миллионов рублей. В планах у ведущих театров международные фестивали и большие гастроли. А премьеры ждут не только в столице, но и сезоны для городов поменьше. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Осторожно, пришельцы! В Казани начался показ технологического научного шоу. Премьера спектакля «Дети Вселенной» собрала полный зал любознательных зрителей. Внимание! Получен сигнал неизвестного происхождения. Лаборатория профессора, сигнал о помощи, встреча с инопланетянами. И тут самое интересное – ремонт космического корабля. Жидкий азот для охлаждения двигателя, электричество для подзарядки. История пришельцев превращается в шоу для всей семьи «Дети Вселенной». Когда они вживую своими глазами видят, как работает жидкий азот, как работает электричество, 1,5-метровые молнии, и, разумеется, у них просыпается интерес ко всему этому. Они обязательно могут научиться
беречь свою природу. Историю с удовольствием смотрят и в 3, и в 33. За приключениями героев можно не только наблюдать, но и принимать участие. Семейное шоу в театре «Океан» до конца сентября. Просто интересно посмотреть. Решили сделать сюрприз детям, пришли сюда. Там будут всякие герои и всякие там инопланетяне. Целых 5 шоу за 1,5 часа. Мыльное, лазерное, химическое, энергетическое и даже представление безопасных взрывов. Впечатления останутся надолго, а урок о том, что планету нужно беречь, навсегда. Рамиль Галиуллин, Лилия Кашфарова, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань. Выпуск продолжит информация о погоде на завтра, после чего на ТНВ вызов 112. Но я прощаюсь с вами до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Акбарсбанк вас слушает. Здравствуйте. Я на днях открыл у вас вклад. Может, это ошибка, но у меня ставка на 1% больше. Нет, все правильно. До 14 октября при открытии первого вклада на 6 месяцев вам дается 1 дополнительный процент. Да? Классно. Спасибо вам. Всего доброго. Подробности на сайте akbars.ru и в отделениях банка. Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan X-Trail от 1 380 000 рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Аллен Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. День рождения у нас. Подарки. Вам Datsun от 359 000 рублей. Тонна топлива в подарок. Если Datsun, то в «Марке». 4 пятерки 3 семерки. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Спешите видеть в Казанском цирке с 20 сентября и только до 13 октября программа «Цирковой калейдоскоп». Здравствуйте! О погоде через минуту. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана пройдут дожди, плюс 14-15 градусов. На северо-востоке республики солнце спрячется за облаками, велика вероятность осадков, плюс 14. На севере Татарстана аналогичная ситуация, днем 13-15 тепла. На северо-западе республики солнца видно не будет, будет дождливо в течение всего дня, плюс 12. На юго-западе Татарстана также сыро, 13-15 градусов. В центре Татарстана без осадков не обойдется, днем до плюс 15. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 000 операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Ваша семья растет, а квартиры нет? Пора расширяться. Трехкомнатная за 4 300 000 ЖК «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе. Телефон 233 0303. Жилой комплекс «Грин» – это свежий воздух и речка рядом. Это 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе. Это квартиры в сданном и строящихся домах по выгодным ценам. Звоните в ЮЭТ 233 0303. В Казани будет облачно, пройдут дожди. Днем до плюс 14. Ветер умеренный до сильного. Атмосферное давление ниже нормы. Влажность воздуха повышенная. Магнитное поле Земли спокойное. Спонсор прогноза погоды – Банк Нейва. Ценит живое общение. Люди навстречу людям. Оформи дебетовую карту и получай честный кэшбэк с понятными условиями и выплатой живыми деньгами до 5%. Здравствуйте. Вы позвонили в Банк Нейва.
Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. А по нашим картам честный кэшбэк с понятными условиями и выплаты живыми деньгами. А еще у нас очень хорошие курсы обмена валюты. Заходите, будем рады. Банк Нива. Люди навстречу людям.